Таинственная опера «Пиковая дама» вернулась в концертном варианте. Долгие годы питерский тенор Юрий Марусин радовал в партии Германа. Теперь нашлось время другим исполнителям. Но, как выясняется, и с Германами в стране напряженка. Краеугольные камни нас всегда и привлекают. То есть крайности людей. Они заставляют о себе говорить, так сказать, о них пишут, их снимают. И такие люди в основном бывают талантливые, что называется. Диссертации пишут, да. Да, ну это есть что-то в этом. Так же, как, вот, допустим, «Мастере и Маргарите», это тоже мистика, да? В разные годы особой манкостью отличалась и графиня. Здесь ее пела Ирина Архипова, Ирина Богачева, Галина Ластовка, Елена Образцова в гала-концерте. В нынешнем фестивале это народная артистка из Большого театра Татьяна Ирастова, нередкий гость шаляпинских фестивалей. Звезда 20-го столетия побывала в Казани еще во время юбилейного вечера Фуата Мансурова вместе с Маквалой Касрашвили. Титульное исполнение, я считаю, было у Елены Васильевны Образцовой. Она начала, видимо, эта партия просто легла ей на душу и на голос. Она стала ведь петь чуть ли не 23-24 года. Такого не бывает, чтобы возрастную роль петь в такие молодые года. Но вот она прочувствовала с самых ранних лет. Елена Васильевна Образцова, наша выдающаяся тоже певица. Смена настроений на сцене «Сивильский цирюльник» в постановке Юрия Александрова. Озорная и игривая история решена в стилистике комедии дель арте и поклона театральным накоплениям эпохи мировой оперы. В эти дни моделируется и программа Нуриевского балетного фестиваля. Среди гостей один из авторитетных танцевальных коллективов театр Бориса Эйфмана с балетом «Роден», который казанцы еще не видели. В работе театра в 2016 году будут три серьезные работы. Это очень масштабная работа в балете, такое полное настоящее полотно, классический, романтический балет «Собор Парижской Богоматери» УНИ или «Эсмеральда» по-другому. В постановке Петрова, это главного балетмейстера Кремлевского театра. Спектакль роскошный. Я думаю, даже очень замечательно разойдется по нашему составу, потому что труппа балета сегодня находится в такой яркой, я бы сказал, даже художественной форме. Несмотря на обилие знакомых имен, всегда интересно наблюдать их в развитии. В конце концов, это отражается и на общей психологии спектаклей, который становится зеркальным отражением ассоциаций наших дней в самых разных областях жизни. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, Максим Зуйков. Эфир 24.